Ребята, всем привет! Я сейчас нахожусь в очень интересном месте. Это ГЭС-2. Сегодня один из первых дней, когда пространство открыто для посещения. Мы пришли на лекцию, также побродить. Тут замечательно. Слышите эти звуки? В основном сделан упор на звуковые инсталляции. Что ж, давайте со мной. Мы на Болотной набережной. Мы идем в главный выставочный зал. То, что вы сейчас можете услышать, это звуки подводного мира. Я думаю, что эти звуки подводного мира очень-очень-очень кстати. Эти ощущения могильного холода, которые идут из-под земли, прям как в Якутске вечная мерзлота, наши ледники, только еще более древнее. Атмосфера очень друг друга дополняет. Здорово придумали. Что это там? Такой свет. Тепло. У меня волосы. Я красная женщина, у меня красные волосы. Хорошо под лампой. Нет, чтобы вы понимали, тут действительно такой леденящий холод. Ну, фабрика заброшенная. Более полувека она, по-моему, была заброшена. И сейчас вот решили ее реконструировать. Сейчас наиболее упоминаемые в режиме онлайн в Твиттере и прикрепляют какие-то облака тем к заранее записанным ей звуковым шаблоном, звуковым паттерном. Естественно, это звук максимально редуцированный, максимально минималистичный, поэтому, чтобы понять отличие, нужно вникнуть, нужно почувствовать. Мы предупреждаем всех наших гостей, что эта работа не рекомендуется для просмотра, если есть какие-то первые признаки эпилепсии, поскольку у нее световая инсталляция очень впечатляющая. Тут могильный холод, ребят. Если сюда соберетесь, обязательно одевайтесь. Я вот понатырила пледиков, соорудила себе такой бомж-костюм. Правда, холодно. Не снимайте верхнюю одежду. Вот тоже сейчас собираюсь в гардероб. Выход.
выхода нет, а может быть он есть. Люблю замурованные двери, и мне вообще-то кажется, что... Куда она ведет, эта дверь? Мы идем дальше. Продолжение инсталляции, второй этаж. Или третий. Извините, плохо выгляжу. Дорогие друзья, добро пожаловать на ГСМА. Через 5 минут начнется беседа между Джорджем Гиббоном, Дэвидом Левитсом и Андреем Пашковым на тему гендер, политика и звук. Место проведения – холл первого этажа. Что это? Художник из Сан-Франциско и из Берлина сделали инсталляцию. Вообще пластиковый штор. Здесь должен меняться звук. Раз. Он, по-моему, реагирует на нас, на наше перемещение. Здесь где-то, наверное, должны быть датчики. Мне не понравились эти инсталляции вообще. Я, наверное, какая-то аудиочувствительная. Ну, меня расстраивают такие мерзкие звуки. Поэтому не стала проходить даже все эти лабиринты. О, тут есть какая-то диорама. Это даже не река Москва, это ее канал. Мои уши впадут в депрессию, кажется. Тут такие звуки. Художник решил писать, он без карты поехал из Гамбурга в другую страну и совершенно не обозначил никак свой маршрут, не выбирал города, не выбирал отели, что сегодня довольно странно, да, мы все планируем там, свое путешествие достаточно досконально, чтобы это у нас делать. О, впереди заключительная часть инсталляции. Интересно, что будет, что будет. О, а вот так он выглядит